Я имею честь приветствовать его превосходительство Садыра Жапарова, президента Кыргызской республики, и прошу его выступить перед ассамблеей. Уважаемый господин председатель, уважаемые главы делегаций, уважаемый господин генеральный секретарь, позвольте сердечно поздравить братскую Венгрию с избранием ее высокого представителя председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Желаю уважаемому господину Чаба Кёрёши всяческих успехов на столь важном международном посту. Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Кыргызской республики. В то же самое время хочу поблагодарить господина Абдулу Шахида, председателя предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, за усердную работу в это непростое для международного сообщества время, а также за поддержку международных инициатив нашей страны. Уважаемые дамы и господа, Организация Объединенных Наций была создана 77 лет тому назад, после окончания самой кровопролитной в истории человечества войны. Может быть, государства-основатели ООН, подписавшие международный договор, учреждающий организацию в Сан-Франциско в 1945 году, наивно предполагали, что раз и навсегда удастся покончить с войнами, разрухой, голодом и страданиями. Думаю, что это не так. Если есть взаимное понимание того, что споры и разногласия нужно решать в духе компромисса и доброй воли, и тогда всегда можно надеяться на успех. В истории ООН было много славных страниц и достижений. Несмотря на то, что с разной степенью интенсивности в разных частях света происходили конфликты и столкновения, ООН играла важную роль, была моральным авторитетом, играла важную консолидирующую роль в поддержании мира, безопасности, обеспечении нужд и потребностей людей. Сейчас, в условиях беспрецедентного осложнения геополитической обстановки в мире, создавшей в мировом сообществе тревожные ожидания из-за угрозы разрушения фундаментальных основ мирного сосуществования и неизбежности большой войны, важно всем нам помнить высокие цели и задачи, которые были закреплены в Уставе ООН, а именно поддерживать международный мир и безопасность, и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы мира и подавлению актов агрессии или других нарушений мира, и проводить мирными средствами в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживания или разрешения международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира, развивать дружественные отношения между нациями на основе принципа уважения, принципа равноправия и самоопределения народов. С момента получения независимости нашей страной мы неукоснительно следовали Уставу ООН и выполняли наши обязательства добросовестным образом. В марте этого года исполняется ровно 30 лет со дня вступления нашей страны в Организацию Объединенных Наций, а недавно, 31 августа, мы отпраздновали 31-ю годовщину независимой Кыргызской республики. Мы всегда стремились к решению наших международных споров мирными средствами. В международных отношениях мы всегда воздерживаемся от угрозы силы или применения ее как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.
Оглядываясь на пройденный нашей страной тернистый путь, хочу высоко оценить многогранный вклад ООН в становление Кыргызстана как независимого и суверенного государства, равноправного и ответственного члена международного сообщества. Наш народ никогда не забудет поддержку и помощь семьи ООН в формировании политических, общественных и гражданских институтов, укреплении демократии и развитии рыночной экономики. От имени от нашего великодушного народа и от себя лично выражаю признательность всем руководителям и персоналу системы ООН, искренне и беззаветно помогавшим нам воплотить в жизнь многовековую мечту кыргызского народа о создании своего независимого государства. Большое вам спасибо. Уважаемый господин председатель, пользуясь этой возможностью, хочу с этой высокой трибуны довести до мирового сообщества фактическую ситуацию, которая складывается на южных рубежах нашей страны, с учетом последних событий, связанных с очередным обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе. Сначала сделаю краткий экскурс в историю. После распада Советского Союза в декабре 1991 года возникли спорные территории и пограничные проблемы. Некоторые из них не урегулированы и поныне. Если по всему периметру советско-китайской границы было бы более 20 спорных участков, то в Кыргызстане их насчитывалось 5. Я хочу с гордостью напомнить международному сообществу о том, что мы успешно завершили вопросы пограничного регулирования вначале с Китайской Народной Республикой в 1996 году и совместно с Республикой Казахстан от точки стыка государственных границ трех стран в 1999 году, затем с Республикой Казахстан в 2017 году. Мы сейчас практически завершили совместную работу и выходим на подписание договора о государственной границе с Республикой Узбекистан. Мне приятно отметить то, что государственные границы с указанными 3 соседними странами стали границами мира, добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Что касается отношений с Республикой Таджикистан, то хотел бы отметить следующее. Наши дружественные народы с незапамятных времен живут бок о бок. Нас объединяют общие ценности, культура, традиции и обычаи. У нас единое вероисповедание. Наши народы переплетены родственными узами. Недаром наш легендарный герой Манас был женат на таджикской царевне Каникей. Напомню также, что юридический распад Советского Союза произошел 21 декабря 1991 года в городе Алмати, Республика Казахстан. Тогда главы 11 новых независимых государств приняли Алматинскую декларацию о создании Содружества независимых государств. В декларации было зафиксировано, что независимые государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Они считают, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности. Страны осознают свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия. Под этим юридическим документом поставили свои подписи президенты всех 11 государств-членов СНГ, включая и Республику Таджикистан. В Московской декларации СНГ о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 15 апреля 1994 года данный принцип был подтвержден президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поставил свою подпись и согласился с этим документом. Достойно сожаления, что сейчас он от этого принципа отходит. Эмомали Рахмон
совершил свой первый официальный визит в Кыргызскую республику в 1998 году после окончания кровавой гражданской войны в Таджикистане. Позднее были заключены два двусторонних межгосударственных договора между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан. Договор об основах межгосударственных отношений от 12 июля 1996 года и договор о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года. Хочу заметить, что оба эти договора были подписаны в Душанбе. Уважаемый господин председатель, с самого начала работы по урегулированию пограничных вопросов между нашими двумя государствами кыргызская сторона всегда действовала в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, включая и двусторонние, вела переговоры в конструктивной манере, стараясь предлагать взаимовыгодные компромиссы. Хочу отметить, что в апреле 2021 года произошла масштабная, неспровоцированная агрессия вооруженных сил Таджикистана на нашу территорию, в результате чего погибли 36 гражданских лиц и был нанесен серьезный материальный ущерб. Невзирая на неприятие моего шага и критику населения Кыргызстана, требовавшего встретиться на нейтральной территории, в июне прошлого года я все-таки направился в Душанбе, где встретился с президентом Рахмоном для того, чтобы попытаться найти взаимоприемлемое решение приграничным вопросам. Ради моего народа я готов потратить не только 10 часов на переговоры, как это было в тот раз, но и любое время для того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Естественно, любое решение должно быть взаимоприемлемым. Тем более мне больно сообщить о том, что 14, 15 и 16 сентября текущего года произошли масштабные боевые столкновения на юге Кыргызстана. Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы с враждебными целями. Около 140 тысяч наших гражданских лиц эвакуировано из приграничных населенных пунктов. Сейчас им оказывается необходимая помощь. В связи с этим хотел бы выразить искреннюю признательность системе ООН, нашим друзьям и партнерам за солидарность и моральную поддержку. Нанесен большой материальный ущерб гражданским и военным объектам, домам, административным зданиям, школам, погранзаставам. В любом случае, любой материальный ущерб можно восстановить. Не вернешь наших погибших мужественных защитников, которые, не щадя жизни, бились за свою землю, и тех гражданских лиц, которые попали под обстрелы. Мы всегда будем помнить подвиги наших доблестных воинов. Эти акции, неспровоцированные вооруженной агрессией со стороны Таджикистана, тем более удручают, поскольку между нашими странами заключены международные договоры и обязательства. «Пакта сунт серванда» гласит латинское изречение «договоры должны соблюдаться». Мы должны продолжать в любом формате переговорный процесс, и мы готовы к этому продолжению с нашими таджикскими соседями, основываясь на цивилизованных принципах международного права. С учетом того, что в результате последних противоправных действий соседей наше доверие пошатнулось, мы вместе с тем готовы к продолжению переговоров и международному посредничеству со стороны международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и ОДКБ. У нас имеются задокументированные доказательства противоправных и вероломных действий таджикской стороны за все прошедшие годы и за последние дни. Мы никогда не начинали первыми и никогда первыми не начнем. Всегда старались избегать применения оружия и тем более никогда не стреляли в безоружных гражданских лиц. Нам каждый раз приходится действовать в ответ на агрессивные действия таджикской стороны.
В связи с этим хотел бы подчеркнуть следующее. Кыргызская сторона не претендует на чужие земли, но и сантиметра своей земли не намерена никому отдавать. Мы убеждены в том, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров, причем с нашей стороны такая воля и готовность имеются. Важнейшим вопросом сегодня является принятие неотложных мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечение любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения, укрепление доверия между нашими двумя государствами. Мы всегда готовы к переговорам и к уточнению участков границы. Уважаемый господин председатель, касаясь общей ООНовской проблематики, хотел бы отметить следующее. В этом году пройдена половина периода реализации целей устойчивого развития ООН до 2030 года, в связи с чем мы можем объективно взглянуть на реальную ситуацию. Принятие ЦУР в 2015 году под девизом «Никого не оставить позади» было ярким примером конструктивной договороспособности мирового сообщества в интересах всех нас и последующих поколений. Между тем, уже стало очевидным, что по объективным обстоятельствам, в том числе из-за коронавирусной пандемии, реализация целей устойчивого развития в развивающихся государствах, к которым можно отнести и нашу страну, замедлилась. А без адекватного международного финансирования многие из них могут и не достичь самых важных показателей ЦУР. Со своей стороны, хочу подтвердить приверженность Кыргызской республики целям устойчивого развития и их поэтапной реализации с учетом национальных возможностей. Считаю, что именно собственный потенциал нашей страны должен быть основным источником и двигателем обеспечения устойчивого развития. В этих целях наши усилия направлены на достижение ускоренного, качественного роста экономики, в том числе посредством взаимовыгодного регионального и международного торгово-инвестиционного сотрудничества. Например, Кыргызстан активно участвует в интеграционных и кооперационных процессах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». Со своей стороны, хотел бы подтвердить приверженность Кыргызской республики ЦУР и поэтапной реализации с учетом национальных возможностей. Считаю, что это должно быть двигателем международного и национального развития. Уважаемые коллеги, страна Кыргызстан становится постепенно зеленой, цифровой, креативной экономикой. Наши уважаемые соседи Казахстан и Узбекистан примут участие в строительстве самой крупной ГЭС – Камбаратинской. И это укрепит энергетическую безопасность, оптимизирует использование водных ресурсов в регионе. В целом, хотел бы отметить дух единства, взаимопонимания, доверия и поддержки, которые были продемонстрированы в городе Чолпон-Ате 2 месяца назад, когда под председательством Кыргызстана прошла 4-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Надеюсь, что подписание всеми сторонами Чолпон-Атинского договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке откроет новую страницу в наших межгосударственных отношениях, приверженная продолжению работы в этом формате. Уважаемый генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа, в завершении выступления хочу заверить вас в том, что Кыргызстан твердо поддерживает ООН в качестве единственной универсальной структуры, уполномоченной всеми нами, государствами-членами ООН, решать постоянно возникающие вызовы перед человечеством.
рассчитываю на то, что ООН продолжит должным образом выполнять все свои функции и содействовать государствам-членам в решении насущных глобальных проблем и преодолении вызовов. Призываю все государства-члены в столь сложное международное время оказать организации безусловную политическую поддержку и солидарность. Господин председатель, уважаемые дамы и господа, благодарю вас за внимание. От имени Генеральной Ассамблеи благодарю